Генерала Холбашева приговорили к пожизненному заключению. Еще 70 человек получили от 1,5 до 18 лет. Посольство Таджикистана в России предостерег соотечественников от участия на войне. В Кыргызстане идет притеснение и преследование граждан Таджикистана и этнических таджиков. Власти Казахстана пообещали не ограничивать въезд россиян. Старший советник командующего пограничными войсками Таджикистана генерал-майор Холбаш Холбашев приговорен к пожизненному лишению свободы. На данный момент известно, что он переведен из СИЗО ГКНБ в Душанбе, где содержался все это время, но место отбывания наказания пока неизвестно. Об этом сообщает Памир Дели Ньюс. 3 августа в СИЗО города Душанбе начался судебный процесс над старшим советником командующего пограничными войсками Таджикистана генерал-майором Холбашем Холбашевым. Вместе с ним по делу проходили еще около 70 человек по так называемому Рушанскому делу. Большинство из них приговорены к различным срокам тюремного заключения от 1,5 года до 18 лет лишения свободы. Холбашу Холбашева были предъявлены обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса Таджикистана. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Родственников в зал судебного заседания не пустили. Источники в СИЗО сообщили, что генерал Холбаш Холбашев и примерно 20 человек во время заседания были помещены в клетку, а остальные подсудимые стояли рядом. Также сообщается, что по делу проходит в качестве свидетеля глава Рушанского района и его заместитель Фарух Датхудоев и Лайло Чоршанбиева. Близкие подследственных и подсудимых не имеют информацию о предъявленных им обвинениях. Многие о вынесенных приговорах узнают от самих заключенных, когда те связываются с ними из тюрем и колоний, куда их переводят после окончания судебных процессов. Ранее списки осужденных вывешивали в здании СИЗО, куда родственники приносят передачи для задержанных. В списке указаны фамилия, статья и срок арестантов. Это напоминает времена сталинских репрессий, что неудивительно, учитывая, что нынешний политический режим в Таджикистане является верным воспитанником школы НКВД. Таджикское посольство в Москве предостерег граждан Таджикистана от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации доводит до сведения соотечественников воздержаться от участия в боевых действиях на территории иностранных государств, так как за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан, говорится в сообщении. Отмечается, что для получения дополнительной информации граждане нашей страны могут обращаться в посольство и консульство Республики Таджикистан в городах Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Уфа. Ранее источники сайта «Поем» сообщили, что в первый день мобилизации, объявленной накануне президентом России, десятки таджиков получили повестки в военкомат. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан с крайней обеспокоенностью отмечает участившиеся в последние дни случаи притеснения, запугивания, дискриминации и преследования пребывающих на территории Кыргызстана граждан Таджикистана и этнических таджиков. По имеющимся сведениям, правоохранительными органами Кыргызстана планируется депортация более 500 студентов, граждан Республики Таджикистан, обучающихся в высших учебных заведениях Ужской области, сообщает МИД Республики Таджикистан. В заявлении подчеркивается, что в адрес временно работающих на территории Кыргызстана граждан Таджикистана продолжается давление и угрозы с целью принудительного перечисления ими денежных средств для помощи жертвам Баткена. Такая дискриминация в отношении таджиков по признаку национальной принадлежности происходит в то время, как 20 сентября МВД Кыргызстана лживо заявляет о том, что распространяемое таджикской стороной заявление не соответствует действительности и не подтверждено какими-либо фактами, пишет ведомство. Происходящее в Кыргызстане в корне противоречит положениям совместного заявления консультативной встречи глав государств Центральной Азии, в частности, пункту 25 документа, в котором отмечается необходимость обеспечения защиты прав и интересов граждан, в том числе осуществляющих временную трудовую деятельность, оказания им правовой, социальной и консультативной помощи, и который был принят в том числе президентом Кыргызстана, отмечено в заявлении. Таджикская сторона расценивает политику преследования граждан Таджикистана и этнических таджиков как прямой результат царящей в Кыргызстане разнузданной информационной кампании,
по созданию в лице Таджикистана образа врага и требует от кыргызских властей незамедлительно принять меры по недопущению дискриминации в отношении этнических таджиков и граждан Таджикистана, находящихся на территории Кыргызстана. Таджикистан также призывает Кыргызстан обеспечить надлежащую охрану посольства Таджикистана в Бишкеке, сотрудников и членов их семей в соответствии с обязательством страны пребывания и вытекающими из норм международного права. Власти Казахстана не будут ограничивать въезд в страну граждан России, но вид на жительство будет оформляться только при предъявлении соответствующих документов. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев. Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать по каким-то делам, побыть здесь в какой-то период, здесь никаких вопросов не должно возникать. Мы не можем ограничивать, сказал Ашимбаев, отвечая на вопрос журналистов о возможном массовом приезде граждан Российской Федерации в Казахстан. При этом он подчеркнул, что для получения вида на жительство в Казахстане россиянам необходимо предъявить листок убытия. Спикер Сената отметил, что в Казахстане следят за ситуацией после объявления в России частичной мобилизации. В целом понятно, что самый главный вопрос частичной мобилизации Российской Федерации – это наш сосед, важная для нас страна. Конечно, это процессы казахстанцы отслеживают. Хотелось бы сказать, как спикеру Сената парламента, мне некорректно давать оценку тем процессам, которые происходят внутри другой страны, заключил он. Как передает Литер.кз, Ашимбаев также обратился к казахстанским СМИ с просьбой не нагнетать ситуацию, чтобы население республики правильно воспринимало ее. Не надо сейчас сеять какую-то панику. Государственные органы ситуацию знают, ведутся консультации, добавил спикер Сената. После объявления частичной мобилизации в Российской Федерации в пунктах пропуска на границе двух государств начали образовываться многокилометровые пробки.